here dancing alone, breaching the line, I'm sore. You came back, I'm torn. Wounds heal, but they show. Guess I'm still holding on. Body aches, yeah, I'm low. Feeling spinning like a song. Let go, let's take this transient. Go, move slow, loosen this transient. Go, let go, let's take this transient. Go, move slow, loosen this transient. Мама, это я. Хорошо. Иди обедать. Ага, сейчас. Ну ты скоро? Хорошо, иду я. Как в школе дела? Да, норм. И все? Все, а что еще надо? Я думала, я заслуживаю более развернутого ответа. Ты со мной ничем не делишься. Я не знаю, чем ты занимаешься, чем ты живешь, что ты делаешь вообще. Мам, нормально все. В школу ухожу, наркотики не употребляю. Ты совсем как отец. Все шито-крыто. Ага. Кстати, не знаешь, где он? У меня к нему дело есть. Не знаю. Обещал к обеду быть. О, а вот и отец. Всем привет. Пунктуальность – важнейшее мужское качество. Обедать будешь? Тебе накладывать? Не, не буду. Времени нет. Опять нет времени. У тебя на нас никогда нет времени. Ты все время занят. Все время на работе. Макс растет. Ему нужно, чтобы отец был рядом. У меня важная встреча. Опять встреча. У тебя все время встречи, разговоры, переговоры. Я даже не знаю, чем ты толком занимаешься. Я делаю мерчище. Принеси мне свежую рубашку. Хорошо. Может, я вообще вам не нужна? Вот. Не говори глупости. Конечно, нужна. К ней подойдет. Не надо. Просто сейчас сложный период. Я с делами разделаюсь, и все будет хорошо. Угу. Когда мы уже переедем в наш дом? Я уже говорил, пока его не вылежит после ремонта, я туда не поеду. Как дела? Нормально. Только тебя вспоминали. Богатым будешь. Богатым быть не обязательно. Нужно быть состоятельным. Это как? Это значит состояние сколотить состояние, а потом состояние это состояние удержать.
А поподробнее? Поподробнее позже. Ты надолго? Постараюсь пораньше. О, папа часы забыл. Потом отдашь. Мам, а ты правда не знаешь, чем папа занимается? Правда. Я вообще ничего не понимаю. Ну, чувствую, что... Что? Ничего. Иди уроки делай. Кто у вас старший? Этого не трогать, остальных валить. Все ясно. У меня мало времени. Неужели у тебя не найдется времени для старого друга? Алик, Собственной персоной. Здравствуй, Лешенька. Хорошо выглядишь. Я вижу, ты не рад меня видеть. не рад. Да ну и хрен с тобой. По делу что? Ну, к делу так к делу. Эту землю, на которую вы собрались строить торговый центр, мы забираем. Кто это мы? Ты кого здесь представляешь? Ты удивишься. Себя. Эту землю я забираю себе. Построю на ней... Ты здесь никто. Дело в том, что я уже здесь. Мне здесь нравится. И я здесь кто? Никакую землю ты не получишь. Так что давай сваливай отсюда назад. Иначе Иначе что? я тебя закопаю в этой земле. Это ты что, меня пугаешь? Думай, как хочешь. Я, Олег, все помню. И ничего не забыл. И никаких дел я тебе делать здесь не дам. Все, дальнейший разговор не имеет смысла. Я знал, что ты сбежишь. Как тогда. Это становится традицией. Чуть запахнешь жареным. Ты забираешь жену, отбитую у друга, его сыночка, и бежишь. Что? Что ты сказал? А ты что, до сих пор не знал? Тебе и здесь снова поимели, Лешенька. Самое время бежать. Тебя давно пора было грохнуть. Кишка тонкая. Патроны нынче дефицит. Ну что, сучонок, приехали? Станция Китай. Кто приехал, вылезай. Сука.
Ты это что, Алешенька? Меня и вправду убить решил? Да я сейчас хочу тебя грохнуть. Ты думаешь, я не знаю, кто тогда меня и Саню подставил? Сам догадался? Или кто подсказал? Да пошел ты. Кончай давай. Обязательно кончу, Лешенька. Но вот перед тем, как сдохнуть, я хочу, чтобы ты знал. Я вас обоих ненавижу. Одного на зоне сгноил, второго сейчас грохну. Но это еще не все. Еще и доберусь до вашей бабы и сыночка. Молча открывай. Максим, ты? Максим! Кто вы? Что вам нужно? Кто мы? Мы – благородные пираты. А вот что нам нужно? Нам нужно все. Твой муж совершил ошибку. Большую ошибку. Наверное, самую большую ошибку в своей жизни. И расплачиваться за нее будете вы. Что с Лешей? С ним ничего. Уже ничего. Его уже черти в аду жалят. А вот вам придется пострадать на этом свете. Все давай. Бумаги, золото, деньги. Стой! Пожалуйста. Не бей его. Пожалуйста. Ищи его сюда. А вот и наш младший. Ну чё, очухался? Маму отпустите. Конечно, отпустим. Вот только закончим начатое. Да вам же отец нужен, мы-то здесь при чем? Твой отец – кусок дерьма, которого уже жрут черви. Ну, как известно, за грехи отцов расплачиваются их дети. Все собрал? Да. Вы все забрали. Убирайтесь отсюда. А нет. Еще кое-что осталось. Что ты можешь, выродок? А теперь слушай и запоминай. И спасибо за все это. Можешь передать своему отцу. Точнее, отца. Гудбай!
Вот, молодец. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Голова только. У него шли? Да. Что происходит? Я сама ничего не понимаю. Надо отцу позвонить. Не надо никому звонить. Нет больше отца. Уроды. Ты как? Что с тобой сделали? Я убью их. Я убью их всех. Не надо, сыночек. Не надо никому мстить. Это бесполезно. Отца уже не вернешь, а я... Ой, не могу потерять еще и тебя. Что ты представляешь? Предлагаешь вот так оставить? Отца убили. Тебя избили. Тут вообще черт знает, что происходит. Наверное, отец занимался чем-то очень хорошим. И теперь за его грехи отвечаем мы. Да, мы-то здесь при чем? Причем? Дерьма много в жизни. Но надо продолжать жить. Только нам придется уехать на нашу малую родину. Куда? В эту дыру? Здесь нам уже не дадут жить. Да, я не смогу. А тебе надо закончить школу. Ну как ты? Уже легче, спасибо. Тогда начинай собирать чемодан. А я пойду приведу себя в порядок. Все равно отомщу. Прогиб, завязывай херней страдать. Давай подтягивайся сюда. Чайку на ход ноги хлопнем.
Матвеев Александр Сергеевич, 111, часть 4. Осужденный Васильев Андрей Михайлович, статья 162, часть 3. Осужденный Лемехов Юрий Владимирович, соседство 58, 4, 105. Матвеев, на выход. Сань, погоди, чай нужно сейчас запить, чтобы не пришлось возвращаться выпивать. Не хотелось бы. Матвеев, ты решил остаться здесь? Не шуми, начальник. Ща пойдем. Давайте, мужчина, удачи вам. Удачи, брат. Лицом к стене. На выход. Лицом к стене. На выход. Бросай ты это дело уже. Почему? Ну, утро. Что? Я говорю, смена заканчивается. Пошли покурим. Еще ж полчаса. Ну что, тебе больше всех надо? Пока покурим, туда-сюда, смена закончится, домой почапаем. Я с тобой так тоже курить начну. Начнешь. Потом все курят, даже больные. Почему? По закону. По какому закону? А кто не курит, тот работает. От работы кони дохнут. В общем, как оказалось, у Алексея были проблемы по бизнесу. И Короче, я решила вернуться сюда. О, смена кончилась. Так, с мужем ты что? Убили его. Да, ужас, конечно. Прости. Тынч, честно говоря, я подозревала, что этим, либо чем-то подобным все закончится. Еще погоди, еще покажу. Мажорчик, а мне покажешь? Подойди да посмотри. Ты подходи сюда, мажорчик. У меня уже кеды старые, мне топтать их неохота. Ну, давай, подходи сюда, посмотрим твои кроссы моднявы. Да отстаньте вы. Чего привязались? Шкалью. Слушай, ну и правильно, что приехала. Дом все-таки
Че сын-то как? Трудно. После всего того, что он пережил там, я думала, здесь будет по-другому. Конечно. Знаешь, в таких маленьких городах, мне кажется, все еще хуже. Там, если что, все друг друга знают. Хрен спрячешься. Ну, вот и я переживаю. Возраст еще такой. Да. В таком возрасте ему крепкая мужская рука нужна. Отцовская. Прости, пожалуйста. Думаю, что каждый вечер приезжает целая толпа на мотиках. Они там вытворяют такие трюки, просто офигеть. Их вообще целый город слышит. Какой ужас. Самые мужики, и подростки, и вообще и дети, вообще все смотрят на это происходящее. Я бы на такой кринж не пошла никогда в жизни. Ну, не сюда, я пошла. Пока. Может, сегодня вечером погуляем еще? Не думаю, мне надо маме помочь. Ну, давайте я хоть до дома провожу. В другой раз. Пока. Здорово, мажор. Не ожидал? О, Витек, чего надо? Шоколада. Че, не в курсе, что тут платить за все надо? Особенно таким додикам, как ты. За что я тебе должен платить? За то, что, Максик, это наша территория. Да? Это что мой двор. Максим! Здесь твоего ничего нет. Не нравится, вали обратно. Погнали. Широкий, что ли? Макс, господи, за что так с тобой? Это что, из-за кроссовок? Макс, давай я тебе помогу. Не надо. Давай. Пусть поддавится. Сейчас, подожди, сейчас.
финале Кубка России. Он уступил Спартаку. О, Саня, сынок, что, выпустили уже? Или сбежал? Выпустили. Саня. Я даже не знаю, чем ты толком занимаешься. Я делаю мертище. Макс, ты можешь рассказать, что вообще случилось? Ничего. Кто это был вообще? Макс, Да все нормально будет. нормально? Ты это считаешь нормально? Что тебя бьют среди бела дня, прямо около дома? Да еще снимают кроссовки. Да еще как бьют, ногами. Смотри на себя. Ты же весь синий. Я разберусь. Разберется. О, Господи. Все будет хорошо. Ладно. Давай обедать. Попозже. Давай. Сынок, а давай вон с нами. О. А то, если гроши есть, то давай мы еще возьмем. Это дело надо обмыть. Михалыч, это кто? Сын это мой. Вот, вернулся С командировки? с тюрьмы. Ой-ё, ну это... Тогда проставиться Да надо. погоди ты. Ну так, что, сынок, ну ты как? Десять лет не было. За это и выпьем. Так. Записание больничного без больше. Это уже начало. Макс, что случилось? Тебя били? Да не обращай внимания. Да, что у нас, провинция, дыра. Ну, улицы не убирают. Они были, помогли ему споткнуться. Это уже не твое дело. Что ты за этого вписываешь? А это уже не твое дело, за кого я впрягаюсь. Чего вы к Максу привязались? Что он вам сделал? Тёмыч, сядь. Ну, быканул и все? Вик, успокойся. Все, успокоились. Вик, спокойно. А ты мне рот не затыкай.
Без тебя разберусь. Тёмыч, забей на меня. Че забей? С этим полупокером кто-то сшивается. Своих, что ли, мало? Ты что, проблем нужны? Потом с ним разберемся. С добрым утром, дорогие друзья! С добрым воскресным утром! Подъем. Вставай давай. Батя, просыпайся. Саня, Подъем. Отстань. Вставай давай. А ты кто? Конь в пальто. Давай вставай, забирай своего друга и валите отсюда. А то обоих в окно выкину. Не надо меня в окно. Я высоты боюсь. Давайте валите. Сань, не кричи. Не обижайся, блин. Нам бы захмелиться. Да, Сань. Нам бы на бутылочку. Я с пенсии все отдам. Батя, не пробухай все, а? Возьми что-нибудь поесть. Конечно, конечно. Давайте валите, я хотя бы уберусь. Got my hoodie on tight, cruising through the night. Wind blowing, О, мажорчик, зацени новые педали. while you're out there lost. Я, кажется, все поняла. Sipping your Вы drink, просто. I got my car. А ну-ка, быстро снял кроссы. А, сейчас, разбежалась. Да вы что тут? Совсем охренели? Сядь. Сядь! А ты чтобы вернул Максу кроссы? Может, я их купил. На чек сохранился? Купила. Чернова, звонок для кого прозвенел? Да по роже, с моим все видно. Сегодня после уроков я пойду тебя провожать. Почему? Макс, Чернова и Могилов. Сейчас в коридор пойдете. Привет. Привет, Саша. Давно не виделись. Да, есть такое. Слушай, чай хотел попить, а у бати совсем ничего нету. Может, найдется? Да, конечно. Проходи. Тебе, может, кофе сделать? Кофе? 100 лет не пил кофе. Точнее, 10. Садись. Я лучше присяду. Что ты говоришь, 10 лет? 10 лет, говорю, кофе не пил. Только вчера вернулся. А, да. Я слышала, извини. Так тебе на натуральный или растворимый? Давай чай. Чай так чая. Я с тобой. О! А давай я тебя покормлю. Ты же никуда не торопишься? Не-не-не, не надо этого беспокойства. Нормально все. Да какое беспокойство. Сейчас я быстро.
Ну а ты? Ты-то какими судьбами здесь? Ты же вроде тогда с Лехой мутила, замуж вышла, уехали. Да, и выходила, и уехали. Вот, теперь вернулась. Что-то я не слышу оптимизма в твоем голосе. Да какой тут оптимизм. Все, в общем-то, было хорошо. А месяц, 2 месяца назад все круто изменилось. Пришлось вернуться. Ну, погоди, а Леха? Алёху убили. Ты успокойся ты. Да лучше я тебя до дома провожу. Я же джентльмен. Тоже мне. Джентльмен с побитой рожей. Нет ж, я сказала, значит, я тебя провожу. К тому же, со мной они тебя не тронут. Это еще почему? Ну, потому. Не тронут, и все. Хороший аргумент. Крепкий такой. Ну, какой есть. Не, мне кажется, приятно, что меня провожают до дома, что ты меня провожаешь. Но ты же не будешь меня до пенсии провожать? Макс, давай сменим тему. Ты здесь новенький, ничего не знаешь. Это маленький городок со своими законами. Тут все иначе. Нет, да это я уже понял. Ну и все. Ты мне все-таки объясни, почему с тобой они меня не тронут? Макс, сменили тему. Ты лучше расскажи о себе. Кто твои родители? Маму-то я видела, а отец где? Отца нет у меня. Бросил? Убили. Давно? Не. Моего тоже убили. Давно. Я маленькая тогда была. Ну, бандитом был? Нет, ментом. Ну, полицейским. А твой? Да я не знаю. Я честно не знаю. Мать говорила, что бизнесмен. Чё, тема у нас какая-то. Ну так а вчера в подворотне. Это твой сын был? Да, Максим. А что случилось? Его избили и сняли кроссовки. Лихо. То есть у нас вот так, посреди белого дня у своего дома, забивают насмерть и снимают обувь? Я сама в шоке. А он что говорит? Да ничего. Молчит. Говорит, что сам справится. Справится он. Да уж. Да я бы сама присмотрела. Но работаю посменно. То день, то ночь. Мы с ним никак не пересекаемся. Ты на фабрике работаешь? Ну, где ж тут еще работать? С Машкой Кутузовой в смене. Помнишь? Темненькая такая. Ну, в параллельном училась. Ну, брат у нее еще старший боксом занимался. Здоровый такой. А, Булат? Да. Ну вот. Она меня, как говорится, и вводит в курс дела. Такие вещи рассказывает. Волосы дыбом. Вечером по городу не пройтись. Что ни бар, то каждый день драка. Как будто 90-е не кончились. Да. Спасибо, хозяйка. И напоила, и накормила. Давно еды человеческой не ел. Я помню. Лет 10. Я говорю, вы вообще что ли? У меня ваш последний урок вообще не остался. Поэтому я свалю. Ну вот мы и пришли. Сейчас ты должна сказать, что продрогла и чтобы я напил тебя кофе. Дурак. Че, на свадьбу-то хоть позовете?
Слушай, Саш, может, вопрос, конечно, глупый, но чем ты собираешься заниматься? Не знаю. Осмотреться надо. А, я свидетелем Да заделаюсь. вашу ж мать, как вы надоели! Вам проблемы нужны? Сейчас у тебя проблемы появятся. Вика, иди сюда. А, теперь понятно. Сюда я тебе говорю. Может, ты присмотришь за Максом? А то мне не разорваться никак. И есть еще одно. Ириш, конечно, присмотри. Заодно и познакомимся ближе. Ну вот, опять. Останься здесь, я вернусь. Викуль, чего моросишь? Не трогай меня. Вот чего вы привязались к Максу? Что он вам сделал? Че, мажорчик, баблишком поделишься? Это жизнь, Вика. Сильно съедает слабого. Если ты в этом не разбираешься, не надо лезть. И хватит психовать. Я сейчас еще и закричу. Да кричи кому хочешь. Все сидят по домам, как крысы. Никто никогда не выйдет в свои хаты, чтобы писаться за кого-то. Пацаны, а вас не слишком много на одного? Ну вот видишь, один вышел. Ща он и ляжет. Что, рядом лечь хотите? Чего? Ты у меня тут сейчас ляжешь. Стойте. Чего? Отошли сюда. Чего отошли, засал? Это, походу, прогиб. Какой прогиб? Это Саня прогиб. Авторитетный человек был. Что, пацаны, инцидент считаем исчерпанным? Тогда забирайте его и валите отсюда. Сука, я его грохну. Саш, спасибо тебе. Да не за что. Самое время познакомиться. Это мой сын, Максим. Спасибо. Мам, это Вика, моя подруга. Александр, Они этого так не оставят. разберемся. Ладно, мне пора. До свидания. До свидания. Может, мы вас проводим? Не нужно, я сама. Ой, мне бежать пора. Вы тут сами. Хорошо. Макс, там суп на плите. Еще горячий. Долго еще терпеть это собираешься? Что? Ну, я так понимаю, это они тебя разукрасили? Ну, не хочешь говорить об этом, ладно. Если что, я в квартире рядом живу. Заходи. Сука, я его грохну. Ну, его в натуре грохнули. С Димон. Винт, я узнал его. Это Саня прогиб. Он отличным бойцом был. Я тогда в зал только начал ходить. А он же чемпионом был. У него даже с пацанами своя бригада была. Его очень уважали. Да мне похрену, кто это. Я никому не прощаю. Да ты че, это реальный чел. Ему 10 влепили то ли за убийство, то ли за разбой. Точно. Прогиб. Я о нем что-то слышал. Он нормальный боец. Может, это не надо? Я ему сказал, что никто не смеет со мной так общаться. Никто. Алло, брат. Ну, я это... Ну, я понял. Заходи.
Ты чё, Димон? Нормально все будет. Чё нам? Весточку передать, да и все. Пусть Вин там сам со своими парнями разбирается. Я в это ввязываться не буду. Да неправильно это как-то все. Прогиб этот нормальный мужик. Мне даже как-то говорили про него. Братва у него конкретная была. Вот недавно только с зоны откинулся. Вообще в авторитете должен быть. Да и чё? Где эта братва сейчас? Столько времени прошло. Кто-то спился, кого-то на стрелках завалили. Остальные там в Москве тусуются. Ну ладно, может и так. Время-то все равно все покажет. Ладно, погнали. Они били маму, а потом их старший подошел ко мне, говорил что-то про отца, сказал, что за ним типа косяк, что за него отвечать теперь будем мы. Ну а мы-то здесь при чем? Мы даже не знали, чем отец занимался. Потом они собрались уходить. Ну, этот, который старший, он сказал, что это еще не все. В общем, он приказал своим гориллам отвезти маму в соседнюю комнату и... Я понял. Подробностей не надо. Что-то еще? Нет. Я пытался заступиться. Он меня ударил, я упал. Потом он сказал, чтобы я за все это благодарил отца. Потом поправился и сказал отцов. Потом снова ударил, и я выключился. Когда я уже пришел в себя, их уже не было. Тогда мама сказала, что отца больше нет. А бойцы? Вот этого старшего они как-то называли по имени или... Нет. Вроде нет. Вроде или точно? Ты пока успокойся, чай попей, я пойду открою. О как! За добавкой пришли? Мы это, со всем уважением, не разобрались сначала. Теперь все ровно. Ну и на том спасибо. Дальше? Вы же прогиб, правильно? Ну кому прогиб, а кому Александр Сергеевич? Сан Сергеевич, вот этот пацан, которого вы избили, ну, винт, у него кликуха, он центровой. Ну, это мы все под ним ходим, там, он со всеми следит. Ну, его тут брат за старшего оставил. Да, брательник тут был основной много лет, а пару лет назад перебрался в центр. А Витька тут оставил, смотрите. Ну, это очень интересная история. Дальше? Дальше ближе, вам решать. Вам этот винт стрелку забил? Угу. Мне страшно. Где у вас сейчас стрелкуются? Да, на заводе старом, там где промзона. Ничего не меняется. Когда, во сколько? Сегодня в 8 вечера. Передайте ему, я буду. Все? Да. Александр Сергеевич. Ну? Вин звонил брату. И? Я думаю, на стрелку винта приехал брат. Я, Саша, я это... Пойду, мне там уроки еще делать. Ну иди, раз надо. Стой. Ты дверь закрой там. Угу.
Ну, перерыв, пошли покурим. А, сейчас. Ты чё такая озадаченная? Случилось что? Не хочу. Ну так что там? Столько новостей, и даже не знаю, с чего начать. Давай сначала. Сначала. Саня вернулся. Какой Саня? Матвеев Саня. А, тот, с которым ты в школе мутила. Скажешь тоже. Ну и что? Ну что, отпустили. Вот. Вышел. Вышел. А, что-то помню такое. Им там 3 срок дали. Слушай, неплохо так дали. И вышел уже. Да, 10 лет. Слушай, 10 лет. Господи, куда время-то летит? Так аж как вчера было. Ну, так. Что дальше-то? Зашел, чай попросил. А я думаю, у него что, дома шаром покати. Решила завтраком накормить. Ну, к себе пригласила. Батя так бухает? Да, пьет. И откуда только здоровье берется. Ну и? Ну и вот. С Саней поболтали. Я ему про Макса рассказала, мол, как ему тяжело здесь. Еще вчера избили и кроссовки сняли. Обещал присмотреть. И? Ну что и? Макс должен был прийти. А его как раз эти отморозки в подворотне ждали. Опять побить хотели. А Саня сам их всех побил. Не, ну этот может. А вообще долго не разговаривает. Ну что ты улыбишься? Эти, которых он побил, сказали, что отомстят. Они хоть и щенки, а кусают, как, сука, взрослая собака. Есть такое. Ну так и что? Саня все рассказал? Все. Про Макса. А что, Макс? Так, дамы, вам что, особое приглашение нужно? Ну-ка быстро по местам. Так, все, перерыв кончился. Пошли работать. Дядь Саш, а вы далеко? А можно с вами? Сиди, уроки дома делай. Да, Михалыч, не было такого, я тебе говорю. Да. Не гоношись, давай, ходи. А ты, значит, вот так, да? О, Саня. Здорово, мужики. Здорово. Здорово. Ой. Сань, ну ты извини за вчерашнее. У Семёныча вон пенсия была, ну мы и не подрасчитали. Да ладно, что ты оправдываешься? Михалыч, мы пока к себе пойдем. Ну, да, давайте. Давно пьешь? А что еще делать? Мамку скоронил, ты сидишь, с фабрики выперли, или как они сейчас говорят, сократили. Пенсия копеечная. А корабль что, отремонтировали?
Кто его ремонтировать-то будет? Штука ж дорогая. Хорошо, хоть не отобрали. Вон, у соседа отжали. Молодежь, Сань, нынче злая. Чуть что не так, или побьют, или сожгут, или еще что-нибудь. Да, отремонтируем. Сам-то ты как? Я-то пока не понял. Но точно лучше, чем было. Это хорошо. Хорошо. Сань, а может, на могилку к мамке нашей съездим? А то я давно уже не был. Может, там поправить что-нибудь или подкрасить? Съездим, бать. Обязательно съездим. Ты знаешь что? Ты бухать давай-ка завязывай. Справлюсь. Иди домой. По пути зайди в магазин, возьми пельмени, хлеб, чай, еды какой-нибудь. У тебя дома вообще голяк. Угу. А может... Только еды. Я позже догоняю. Хорошо. А, бать, а ключи от Эллинга где? Да, как обычно, справа на полочке. Ну иди. О, настоящий? Я тебе что сказал делать? Да ну их я потом сделаю. Можно посмотреть? Смотри. Куда? Глазами смотри. Ну, дядь Саш. Стрелял? Да, отец меня возил несколько раз в тир. Я там и из винтовки, и с пистолетом, и даже из дробовика. Прикольно было. Угу, очень прикольно. Все, пошли. А чё вы ствол-то с собой не возьмете на стрелку? Ты давай-ка ешь суп с грибами и держи язык за зубами. А ты откуда про стрелку знаешь? Да я так, краем уха слушал просто. Понятно. Да нет, это не та стрелка, на которую со стволом надо ходить. Тут скорее с ремнем. То есть я могу с вами пойти? Нет. Почему? Это же за меня все. Мать с работы придет, ее надо встретить. Да, Саш, ну. Все, базар закрыт. Сколько время? 7. Слушай, пусть пока у тебя побудет. А, зайди, смотри моего батю, чтобы не бухал. Угу. Ну и маму с работы встречай. То есть я могу с вами? Нет, Макс, я же сказал.
парни, а я смотрю, жизнь вас ничему не учит. Это тебя ничему не учит. Отсидел свое, осознал, все, сиди ровно, дыши носом. Че ты лезешь-то везде? Не стоит гадить, где живешь. Где хочу, там и гажу. И со старшими разговаривать так тоже не стоит. Какими старшими ты еще за авторитеты за базарь? Ну был ты тут когда-то кем-то. Все, вышел из вагона, паровоз уехал без пассажиров. И славу свою былую засунь себе в жопу. А тут ты, пацан, что-то попутал. За славу свою былую я взял свое полностью. И в вожаки я сейчас не стремлюсь. Но это мой город, а ты в нем беспределишь. Короче, за тобой косяк, 100. Не вернешь за 3 дня, поставлю на счетчик. Понял? Сколько? 100? Круто тут у вас. Лихо. А ты не боишься? Не. Спасибо, пацаны. Брату спасибо скажешь. А вот, кстати, и он. Здорово, брат. Здорово. Ну что, я смотрю, ты сам разобрался. Кто это хоть? Да, огрызок какой-то. Я его на сотку поставил. А что ты его не завалил? Кохер. О, какая встреча. Очнулся. Как себя чувствуешь? Как дурак. Да я думал, тебя чуть не убили. Судя по всему, нет. Чем это меня вырубили? Трубой. Тут я чувствую, что в голове все гудит. Но раз чувство юмора не пропало, значит, жить будешь. Сань, ну ты пельмени-то будешь? А то я воду уже 4-й раз ставлю. Буду. Бать, а есть водка? Откуда? Жаль. Сам же сказал. Ну, погорячился. Тебе полежать надо. Обязательно полежим. Но сначала поедим. 5 минут, Сань. 5 минут. Голова целая? Да, только ушиб сильный. Ну и то хорошо. Сергей Михайлович, а давайте я вам помогу. Да сиди, сиди. Нечего тут помогать. Сейчас вон чайник закипит, будем чай пить. Ой, я сейчас кексы принесу. Погоди-ка. А скажите мне, каким это образом я дома оказался? Так ты это вон ему спасибо скажи. Прибежал, как шальной, кричит: там дядь Саню на промзоне убили. Ну, я к Степе. И мы все туда. А там ты лежишь. Голова в крови. Перевернули, дышишь. Ну, так тебя и приволокли. Степа, он у нас же этим фершелом на фабрике работал. Голову перебинтовал, сказал, жить будешь. То есть, когда я тебе сказал, останься дома, ты меня не послушал? Да если б послушал вас, ты сейчас холодный лежал бы. Максим. Тоже верно. Так и что получается? Я теперь твой должник? Все, устал. Спасибо. Да-да, мы тоже пойдем. Максим, пошли. А чай? Ир, погоди. Максим, помоги мне.
Дядя Саш, я с тобой поговорить хотел. Ну, насчет этой стрелы. Макс, погоди. Давай потом. Мгм. Ты знаешь что? Ты лучше организуй мне мобилку. Но только простую, без наворотов. Добро? Ну, окей. Спасибо. Ну что, Бобер, деньги собрал? Какие деньги? Ну я только на линию вышел, я 2 ходки всего сделал. И что теперь? Платить не надо. Войдите его в положение, ну что же вы, не люди что ли? Плати со своих. Может, как-то быстрее шевелиться начнешь. Ребят, ну... Че ты мямлишь? Слышь? К вечеру бабки не принесешь, без машины останешься, понял? Да, я понял. Может, еще что надо? Нет, спасибо. Антон? Извините. Парни, привет! А Лебедев еще тренирует? Да, он у себя в тренерской. Что пишут? Да херню всякую пишут. Я не понял, что тренировка закончилась, что ли? Ну-ка, на пол упал, полтишок отжался. Приду, сейчас проверю. Годы идут, а ты так и не меняешься. Не узнаешь? Саня. Тренер. Вот мешки новые сейчас закупили, зал покрасили.
Ребятишек сейчас тренирую. Хорошие бойцы растут. Молодая кровь, как говорится. Слушай, Васильевич, а из наших старых кто-то остался? А то я по телефону звоню, то вообще абоненты не алё. Ты знаешь, Сашок, с тех пор уже много воды утекло. Половина абонентов и в живых-то уже нету. Как тебя посадили, сразу проблемы начались. Каждый день кого-то режут, убивают, в каталажку забирают. Кто-то в реке раков кормит уже. Все что-то делят, мать их. Вот скажи мне, Сашок, я вас разве этому всему учил? Убивать, грабить, машины жечь. А скажи, Васильевич, ребята, те, кто мои остались, их собрать сможешь? Собрать-то я смогу, но только надо ли? Да надо, надо. А с головой-то что? В душе? В дороге, когда купаться лез? Дальше-то что будет? Не успел приехать, а уже началось? Да нормально все. Ну так что, поможешь, соберешь? Приходи послезавтра, часика 3, а там видно будет. Спасибо, Васильевич. Что думаешь? Погнали. Погоди. Слышь, тетя, подарок надо намутить. Кому? Другу? Девушке? Телки. Духи могу предложить. Давай. Сойдет. Эй, а деньги? На счет запиши. Ножки, Роман, ножки! Рома, это печеночка! Надо резче, резче. Времени не будет столько много. Вот. Пауза большая, Ром, на ножках с оттяжечки. Паузу меньше. Зарядился и удар. Вот, красавчик, работаем. Зарядился, пошел. Вот. Ждем, 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 не кидаемся. Хоп, выпрямляем ручку больше. Вот. Вот, ровнее чуть бей. Вот, печеночка, оттягиваемся. Привет, Васильевич! Оп. О, Санька. Ну все, Ромыч, давай-то завтра, как обычно. О, мышцы-то помнят. Рефлекс. Ну как там по делу? Нашел кого-нибудь? Кого нашел, того нашел. Но удивительная штука, когда ребята узнали, что ты будешь, никто не отказал. Вечер в хату? Или как у вас там принято, Саш? А у нас принято просто здороваться. Сань, ты все правильно говоришь. Но есть одно но. У нас семьи, да и в 90-е возвращаться уже не хочется. А и не надо. Нужно немного поднадавить на местную гопоту, показать им свою силу. Они сами сольются, это аксиома. Чё вы? Я ж в тюрьме не только сидел, но и книги умные читал. Короче, план такой. Ну чё, торгаши, время платить взносы. Нема грошей, сынки. Ты чё, мать, рамсы попутал? Так перед вами все забрали. Кто забрал? Ну, такие, как вы, только покрепче. Вы чё? Это наша точка, и мы с нее получаем. Они сказали, что теперь платить им будем. Кому им? Нам. А чё, какие вопросы? Ты еще кто такой?
Сейчас мы тебе расскажем. Я говорю, Бибик, сигналю, отойди, подвинься чуть-чуть, он меня не пускает. Я ему сигналю. Делы? С Нижнего Тагила. Долю приготовили? Обломитесь, мы теперь прогибу платим. Чего? Какому прогибу? Вы что, совсем здесь опухли, что ли? Слышь, подрихтуй ему тачку. Стопэ, пацаны, я на этой машине. А что происходит? Смена власти. Потерялись отсюда. Нормально, пацаны, пойдем. Молодые люди, хорошо погуляли? Нормально. Надо было платить. Сейчас съешь это сам. Скорее ты. Это же вы на моих пацанов по беспределу напали. Надо бы ответить. Надо, отвечу. Он готов. Чё ты сегодня какая-то не такая. Даже не знаю, чем тебя развеселить. Мне не весело как-то. Это я вижу. Слышала, в городе появилась бригада, которая мочит всех этих местных бандосов. А вчера замочили этого центрового, винта. Макс, мне нужно тебе кое-что сказать. Говори, если надо. Я тебе тоже, может, что-нибудь скажу. Макс, пожалуйста. В общем, Винт — это мой брат. А вы не перегибаете? Ты про что? Да про то, Сань, про то. Давай кружку. Спасибо.
Не понимаю, о чем ты. Я, Сань, говорю про ваши меры воздействия. Вы же весь город на уши поставили. Осталось только войска ввести, и будет полный пердомонокль. Это ж прям война какая-то. Так ты посмотри вокруг. Война идет. И победит в этой войне тот, кто пойдет до конца. Ну и чем вы лучше этих? А ничем. Но у нас цели разные. Мы хотим жить за свой счет, а они за чужой. Но ведь вы же тоже деньги берете. За что? Ну, как? За крышу свою берете. Ты собирался куда-то к мужикам? Да. Там, наверное, уже мужики заждались. Попробуем починить корыто это старое. Да. Бать, а ты про деньги от кого знаешь? Ну как? Все говорят. Вон Полина с рынка, которая молочкой торгует, говорила. Еще там кто-то. Понятно. Она платит? Нет, не знаю я. Хорошо, хорошо. Пусть считает, что платит. Это почему? Враг будет злиться, враг будет ошибаться. Ладно, я пойду. Алло. Привет, Саня. А кто это? Не узнал? Это хорошо. Богатым буду. Это Алекс, Саня. Интересно. Что-то я плохо соображаю. То есть все это время ты молчала, что Винт твой брат? Получается, все в округе знали, что он твой брат, и молчали. Послушай меня, пожалуйста. Да, Винт мой родной брат. И я знаю, чем он занимается. А чувствует он себя безнаказанно, потому что за ним стоит наш старший брат Алик. А потом Сандер перебрался и на Витьку все оставил. Подожди. А пару месяцев назад этот ваш Алик не приезжал сюда? Приезжал? Охренеть. Еще сюрпризы будут? Будут. Только не истери. Ну так давай излагай. Помнишь, я говорила, что моего отца убили? Ну. Он же полицейским был. Его друг вписался в драку. Папа полез, и его застрелили. У мамы тогда даже рука отнялась. А Витька все смотрел в зубы Алику. Братан молодец, под нами весь город. Нас пытались уговорить, что не их люди убили. Но мама не поверила. Они даже судили там кого-то, ну, невиновного. Жесть. А теперь самое главное. Сегодня вечером Алик приезжает на стрелку, а вызывает на нее он Александра Сергеевича, понимаешь? Понимаю. Ничего ты не понимаешь. Он не будет разбираться, кто прав, а кто виноват. Он псих. Он убьет его. Блин. Надо предупредить его. Правильно. Пускай никуда сегодня не выходит. А лучше уезжает из города. Да не уедет он никуда. Но предупредить его надо, да, ты права. Сама дойдешь? Да я побежал. Без кислорода. Надо что-то по этому вопросу подумать. Вот и он. Здорово, парни. Здорово, брат. Что случилось? Тема такая. Слухи ходят, стрелу нам хотят забить. По поводу этого. Винта. И знаешь кто? Кто? Алик Черный. Припоминаешь такого? Ну, как такого забыть? Припоминаю. Что-то ты подозрительно спокоен. Ну а что кипишевать? Первый раз стрела, что ли? Понятно, что не первая, Сань, но может стать последней. Тебе не хуже меня известно, зачем они сюда едут. Так, парни, давайте-ка все успокоимся. Во-первых, мы сами все делали для того, чтобы они проявились и свалили отсюда. Они проявились. Во-вторых, Черный, конечно, мудак. Но он прекрасно понимает, что здесь ему ловить больше нечего. А смерть его брата, ну, это личное. А за личное он может спросить только со старшего, то есть с меня. Учитывая, сколько за винтом косяков, я думаю, разберемся. Сашок, не все так просто. Ты уже 10 отмотал за чужой грех.
Если что не так пойдет... Василич, на мне тогда столько грехов было, что я свою десятку отмотал по-честному. А учитывая то, что он здесь творил, за это надо ответить. Да, Макс? Алло, дядя Саш, вы дома? Нет, в спортзале. А что случилось? Мне надо вам сказать. Говори. Нет, я хотел лично. Ну, я сейчас из спортзала домой иду. Можешь навстречу мне. Окей. Дядя Саш! Короче, сегодня стрелку забьют вечером. В курсе. У нас понятно. Знаете кто? Знаю. Чего не знаете? Помните, я рассказывал про отца, про мать? Того старшего звали Алик. Это старший брат Вики и Винта. Интересно, а ты с чего взял? Тогда, когда вы на стрелке были, когда вас шандарахнули по голове, там был еще один человек. Было темно, но когда он подсел к вам, его лицо осветило фарами, и тогда я его узнал. А сегодня я узнал, что это этот же человек, старший брат Вики. Прям день сюрпризов каких-то. У Вики был отец, он был полицейским. Его убили, правда, давно. Но за это убийство осудили другого человека. Погоди-ка, а у Вики твоей фамилия не Чернова? Чернова. Чудны дела твои, Господи. Чего? Ничего, день, говорю, хороший. А будет еще лучше. Ты знаешь что? Возьми продукты, отнеси домой. А вы? А мы немного погуляем. Я с вами? Максим, я что, неясно выразился? Да. Это я. Узнал? Есть новая тема. Хочу с тебя спросить. Макс, О, привет, мам. Здрасте, тетя Маш. ты куда спешишь? Слушай, я спешу очень. Возьми пакетик. Тут продукты для Сергея Михайловича. Отдашь ему? А сам чего? Говорю, спешу же. Ты Саню не видел? Ну, вылитый, Саня. Что? Серег, ты был прав. У нас помпа накрылась. Да поменяй мне вопрос. Хотелось бы, хотелось бы. Здрасте всем. Здорово. Сергей Михайлович, а дядя Саш тут нет? Да, нет, был, ушел недавно. А что хотел-то? А он тут ничего не брал? Да нет, мы вон с катером занимаемся. Саня пришел, походил немножко, да и ушел. А, сказал, что хлеба купил и что ты должен принести. Понятно. А можно я с вами туда побуду тут? Да побудь, кто тебе мешает-то? Слушай, Максим, так Саня сказал, что ты там хлеба должен принести. А ты чего тут? Да ничего, я пойду, в общем. Ну, иди, коль надо. Странные вы какие-то оба. Саня пришел,
про завод старый что-то бубнил, расспрашивал. То я так ничего и не понял. Ты какой-то пришибленный. Про завод? Да, что? Ничего, а сколько время? Без 10:09. Черт, все, побежал. Так, а с хлебом-то что? Дома у нас есть, мама заберете. Хорошо. Здорово, Саня. Давно не виделись. Здорово, Алик. Соскучился? А чё тогда не заезжал? Знал ведь, где я. Да понимаешь, дела разные, туда-сюда, все как-то не до этого было. Напрасно. А я ведь тебя ждал. Долго ждал. 10 лет. Да. Грустная история. Я вот тут недавно заезжал. Смотрю, ты мордой в песке лежишь. Думаю, еще человеку мешать буду. Может, человека воздух свободы опьянил? Пришлось, не повидавшись, уехать. Да с воздухом-то здесь все нормально, Алик. А вот грязно как-то вокруг стало. Вот я об эту грязь и споткнулся. Не сильно ушибся? Самое то. Самое то для того, чтобы начать чистить эту грязь. Решил начать с моего брата? Нет, Алик. В смерти твоего брата виноват только ты. Это ты втянул его в эти дела. А его смерть — это дело случая. К тому же там в кабаке все по-честному было. Замес начался, слово за слово. Головой об стол ударился. Судьба такая. Так что претензии твои, Алик, отклоняются. Ну, может, оно и так. Но только это был мой брат. Не везет тебе с семьей, Алик. Тот мент, которого я типа убил, это же батя твой был, да? И ты его и завалил? Судьба такая. Да. Отсидел за это ты. Жалко, что не сдох там. Судьба такая. Значит, так надо было. Ответь-ка мне лучше, Алик, вот на что. С Лехой у вас стерки были, ты его завалил. Ну, ладно, он сам мне подарок был. А вот зачем ты семью его по беспределу пустил? Не по понятиям это. А знаешь, Саня, я на все ваши понятия давно положил большой капиталистический болт. И все твои предъявы сейчас мне по барабану. Леха пришел, чтобы грохнуть меня, а я это никому не прощаю. Поэтому я грохнул его. И бабу вашу общую поставили на хор, на глазах у твоего сыночка. Чего? А ты не знал? Кстати, Лех тоже не знал. Слушай, а ты вот пистолетик с собой не взял? Как дружок твой бывший. А я взял. И осечки у меня не будет. И в благородство с тобой, как ты мне того предлагал, я играть не буду. Я просто убью тебя. Артур, они уже на стрелке. Они дерутся. Максим, вали! На месте сиди, щенок. А знаешь, Саня, если б не твой ублюдок, ты бы меня точно сделал. К бабке не ходи. А так,
Я сейчас завалю тебя, а потом и его. На том свете наболтаетесь. Судьба. Ну все, амиго. Это ж... Ты как... Все нормально, сынок. Все будет хорошо. Объявляется приговор. Именем Российской Федерации 16 сентября 2012 года Васильевский районный суд города Калининграда в составе председательствующего Ускова, пресс-секретаре Андреевой, с участием государственных обвинителей Громов, Иванов, Желтков, подсудимого Могилова Максима Алексеевича, защитника, адвоката Астахова, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению гражданина Могилова Максима Алексеевича в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд приговорил Могилова Максима Алексеевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет. Могилов Максим Алексеевич будет отбывать срок в исправительной колонии для несовершеннолетних, после чего будет переведен в колонию общего режима, где будет отбывать свой оставшийся срок. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам. Судебное заседание объявляется закрытым. Привет, пап. Я не забыл прошлого.